Если не видели, не хотели видеть, что творили рашисты в Ичкерии, то после Беслана рашисты себя на весь мир показали. Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Осетины, которые всегда были форпостом России, которые всегда были верны России, да, скажем так, даже в угоду себе. Осетия не самый богатый регион, прямо скажем, да, хотя какие-то послабления, какие-то разрешения, там, той же водкой заниматься, там, осетинам разрешалось, и там, но при всем при этом осетины оставались такими же кавказцами, да, они получше, конечно, чем чеченцы, там, ингуши и дагестанцы котировались, но всегда они были теми же кавказцами, особенно мусульмане осетины, да, дигорцы. И в этом плане, когда захватили Беслан, у Басаева, ну, был это, я не знаю, басаевская эта идея была или нет, но он говорил, что это его была идея. Поэтому, и когда они захватывали школу, он рассчитывал, что русские должны осетинам, что они обязаны осетинам, да, и что не пойдут русские на этот шаг, чтобы вот так с огнеметов и танков просто сжечь эту школу к чертовой матери. Это невероятно просто. Но надо понимать, что 42 тысячи чеченских детей точно так же были сброшенными бомбами, заколоты там, штык-ножами, сожжены с огнеметов, спороты животы беременным женщинам. Это все было. Это все было. Застреленные. Есть видео, где ребенок, годовалый ребенок с простреленной головой лежит. Прям зашли домой. Это акт устрашения было. Первая война, когда, вторая война и первая война, вот когда вторая война начиналась, первые удары были, надо не забывать, мы говорим, по рынку ударили, но второй удар пришелся, это одновременно 4 удара нанесли. Второй удар пришелся по роддому, где погибло огромное количество младенцев, только что родившихся, день-два младенцев было, беременные женщины там погибли. Потом пришелся по мечети и по автовокзалу. Это говорит о том, что это всегда так делается, это акт устрашения. Россия и в Первую войну так начинала, и ввести вот в ступор, в шок на нас навести, да, они нас так пугают. Но они не понимают, что нас этим не испугать. И никогда мы не сдадимся, никогда мы не смиримся. И вот убийство стольких детей, 225 школ, как в Беслане уничтожено, да, в Чеченской республике Ичкерия. И для русских, что чеченские дети, что осетинские дети, небольшая разница. Поэтому надо понимать, что, конечно же, Басаев поставил под угрозу. Но солдатские матери четко, однозначно в Европейском суде определили, кто преступник в этом деле. И они однозначно осудили это. Европейский суд по правам человека осудил, что чеченцы не убивали ни женщин, ни детей. Они расстреляли несколько мужчин за то, что не выполнили их требования. Но они не убили ни одного женщины, ни одного ребенка. Этой крови на тех, кто захватывал эту школу, нет. Конечно, они поставили под угрозу. Это вопиющее такое действие, но они рассчитывали, что остановят войну, и что Путин, снизойдя, представьте, что произошло бы, Путин снизошел бы до чеченцев, да, вот до этих бандитов, ради сохранения осетинских детей. Эти осетины еще на 150 лет были бы преданы России. Но вопрос в том, что Путину не нужна преданность осетин, преданность кого-либо другого. Путину нужна своя власть. Любой ценой удержать эту власть. И он всех осетин сожжет. Всех. Не говоря уже про других кавказцев. Но этот даже ерунда. Он сожжет всех русских. И те русские, которые за Путина сейчас что-то там делают, они просто идиоты.
Я со всей ответственностью, я абсолютно убежден, я со всей ответственностью заявляю, что Путин не пожалеет ни одного русского, всех вместе, все там 90 миллионов, да, россиян, всех 90 миллионов он уничтожит. И это можно, по крайней мере, это чтобы было понятно, что не голословное утверждение, это можно понять, потому что начало войны, как происходило, да, второй российско-чеченская война началась с чего? Да? Она началась с того, что подготовили в Чебанмахи и Карамахи села, где Степашин, премьер-министр, приезжал и делал реверансы в сторону в сторону ваххабитов, как они называли. И даже Ельцин сделал, я сегодня читал статью Масхадова, где он Рейтерс дает интервью, и там говорит, Ельцин сказал, да, симпатичные бородачи живут в Чебанмахи и Карамахи. И мы говорим, там Путин виноват. Нет, не только Путин виноват, там и Ельцин виноват. Ельцин был тот, кто привел вот эту, эту власть, передал КГБшникам, так как он сам является плоть от плоти КГБ, этот Ельцин. И после того, как они там замутили вот эту кашу, устроили там независимый халифат в двух селах, в горных населенных пунктах Чебанмахи и Карамахи. После этого они попробовали вытянуть туда чеченские власти, но вошел Басаев. Это наши власти официально осудили, так как добровольный поход кого-либо, как сегодняшний поход полковника ФСБ Гиркина, не является казусом белли, то есть поводом к войне. Также и поход Басаева, генерала Басаева, который не занимал никакую должность, не являлся поводом к войне. И для Запада нужно было продемонстрировать, что там террористы и нужен казус белли. Запад не поддержал, сказал, стоп, извините, там ведь так происходит все, да, ребят, извините, но то, что вы сейчас творите в Чечне, это не является тем... Начало войны это не является поводом войны, и мы это не поддерживаем. Потому что на Западе, в Америке в первую очередь, и в том числе и тут в Германии, и в западных странах, здесь на самом деле вот абсолютно стопроцентно работает закон. Стопроцентно я имею в виду, что 100% это как бы соблюдение закона. Конечно же, бывает отклонение. Как в любом правиле, всегда есть отклонение, есть и коррупция. Наверняка, я не знаю, правда, таких фактов, наверняка есть и коррупция, и другие нарушения закона. Но здесь законники, настоящие законники. И поэтому у них так страны цветут и развиваются. Потому что они соблюдают закон, и закон равен для всех. И тогда же, потому что это не послужило поводом к войне, как поход Гиркина в Украину, точно так же поход Басаева не послужил поводом к войне. И тогда пришлось взорвать свои дома. И как мы все знаем, тогда погибло 307 русских, в основном русских, граждан России. В основном женщин и детей. Да, в основном женщин и детей. И после этого захватывать школу в Беслане, ну это было наивно, мне кажется. Это было, конечно, это был, может быть, шаг отчаяния, как-то хотелось выкрутиться из тяжелейшей ситуации, но Путин, который убивал русских, сам лично, никогда какие-то чеченцы, там, ингуши, там, осетины и русские там среди этих захватчиков школы были, никогда они их захватили, выставили требования, и у тебя как бы есть такое право там, не вести переговоры там, с террористами. Абсолютно невиновных. Абсолютно не подвергающих, никто их не подвергает опасности, никто твою власть, твою страну не вынуждает совершать каких-то действий во вред национальной безопасности, да, допустим, если это такое есть. Там как бы есть ведь правила, есть ведь закон, и, конечно же, государство надо охранять. И спецслужбы должны быть, да, это ФСБ, если она была бы нормальной организацией, она должна быть, это же никто не оспаривает. Абсолютно невинных русских убили. Это начало путинского восхождения во власть, на самый верх, хотя он во власти был всегда. Ну и где эти русские?
Нет русских, которые возмутились этому. Но были русские, которые собрались и пошли убивать чеченцев. Вот так абсолютно Путин убьет, я к чему это все рассказываю, к тому, что Путин убьет всех до единого ради того, чтобы сохранить свою власть. Нету никакого русского мира, нету никакой защиты. Есть заинтересованные люди, которые кормятся и которые повязаны кровью. И им тоже деваться некуда. И есть вот этот царь Шариков. Вот этот царь Шариков, да, из собачьего сердца. Вот профессор Преображенский сделал операцию, да, в каком там году, сколько, 50 каком-то году, сделал на собаке операцию, и получился Путин. И из этого Путина, царя Шарикова, русские сделали себе царя. Просто это вторая часть собачьего сердца. Когда не с счастливым концом, когда профессор Преображенский, да, по-моему, так его фамилия была, который сделал операцию и обратно сделал из нее собаку. Нет, профессор Преображенский подвергся репрессиям, был расстрелян этим Шариковым, и этот Шариков стал царем. Вот история, часть 2. История великой и могучей России. К сожалению, это правда. Может быть, это и обидно.